Это называется мешалка, в которой непосредственно компоненты мешаются, переходят на дробильное оборудование. Вот это дробильное оборудование. Рассказать и показать, что и как здесь будет работать, для опытного сельхозизготовителя не составит труда. Технология производства комбикормов хоть и не представляет собой особых сложностей, однако обойтись без специального оборудования невозможно. Несмотря на то, что Зелимхан Икажев занимается хозяйством с 2007 года, именно в этом направлении он новичок. Сегодня его цель – производство качественного комбикорма в регионе. Начало уже положено. Пропарочная камера, где непосредственно при температуре более 150 градусов в замкнутом пространстве, чтобы полезные компоненты не уходили, в замкнутом пространстве пропаривается комбикорма. После этого идет гранулятор. Грануляторы съемные, непосредственно матрицы для производства птицы. Отдельные матрицы для производства крупнорогатого скота, для крупнорогатого скота другие. И непосредственно для рыбы третьи. Потом идет в сушильную камеру, высушивается, охлаждается, и фасовочная линия, вот у нас дальше лежит фасовочная линия. Вот в принципе в таком процессе должна проходить работа. Качественный комбинированный корм с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов позволит сбалансировать питание животных. Сегодня в агропромышленный комплекс республики входит 54 сельхозкооператива и около 2000 КФХ. Основная задача для Зелимхана Икажева сделать так, чтобы местным фермерам не пришлось выезжать за пределы. Для реализации этих целей необходимое оборудование закупили в Нижнем Новгороде. Очень много плюсов. Первая большая производительность, 10 тонн в смену. Смену можно сделать и 2, и 3, по возможности, какая будет возможность. Во-вторых, такого оборудования еще нет в Ингушетии. Это первое тоже. И в-третьих, оно выпускает продукцию, которая на 100% усваивается животными, можно птицей, можно рыбой. В зависимости, какая будет матрица, то вот любое можно делать для любого вида животных, грубо говоря. Экономить на своем деле мужчина и не думает, свою работу старается выполнять качественно. Сельское хозяйство – это такая работа, которую если один раз занялся, то уже избавиться от этого невозможно, к сожалению. Это не то, что можно бросить, оставить. Это как дитё. Землей надо заниматься всегда. Зимой техникой, весной посевными работами, осенью уборочными работами. И, естественно, пришел к этому, начал, занимаюсь уже более 10 лет. Ну и, к сожалению, уже конца края этому нету. И нравится мне, честно сказать, нравится своя работа, нравится производство, нравится, когда прекрасный урожай получаем. Качественного урожая Зелимхан Икажев все-таки добился, а все благодаря его успешному предыдущему проекту в 2017 году – строительство оросительных систем на площади 200 гектаров. Несмотря на погодные условия, эти земли дают внушительный урожай – 120 центнеров кукурузы с гектара. Первые мы поставили эти оросительные машины, по нашему следу многие пришли к такому выводу, особенно Сунжинский район, он рисковое земледелие, потому что засушливый район, он еще со времен коммунистических, поэтому там они непосредственно необходимы были. Вот Назрановский район более такой, а Сунжинский обязательно там необходимы эти машины. Мы их установили, по нашему следу пошли многие. Работают, прекрасно работают. Благодаря им, как говорится, и получаем урожай. Земли около 500 гектаров у нас. Вот 200 гектаров орошения покрывает затраты в засушливое время больше 300 гектар земли. Оросительная система американского производства или по-другому дождевая машина позволяет экономить воду и на масштабных территориях. Работает по принципу кругового движения и захватывает порядка 50 гектаров земли. А во время самого процесса полива можно вести сельхозработы. Сейчас у Зелимхана таких машин 4. Поддержка была, субсидировали нас по оросительным машинам, по орошению субсидировали. Конечно, была большое, опять же хочу сказать, пользуясь случаем, большую благодарность непосредственно главе. Конечно, тяжелый труд сельское хозяйство. Если со стороны государства не помогать, развить невозможно его своими силами. Впереди у Зелимхана Икажева большие планы и реальные цели, и все это на благо региона. Хава Гагиева, Умар Газдиев, Новости 24.